Добрый день, дорогие друзья! К 20-летию нашей общественной организации «Потомки государевых ямщиков» мы выпустили журнал «20 лет под звон бубенцов». Мы очень рады этому журналу, потому что у нас это первый журнал. И надеюсь, что такие журналы будут выходить вот хотя бы один раз в год. Потому что материала очень много, рассказать могут о многом люди. И первый журнал мы сюда включили поздравления с 20-летием нашей общественной организации. Кто нас поздравил? Поздравил нас советник главы Республики Саха-Якутия Андрей Борисов, наш Андрей Савич. Он очень красиво нас поздравил. И прямо читая вот эти поздравления, думаю, действительно мы, оказывается, делаем очень нужное, хорошее дело. И, оказывается, люди это ценят, оценивают очень высоко. Мы этому очень рады. Вот поздравление Андрея Савича. Прямо мы тут его фотографию тоже включили, да. И вот я хочу прочитать вот именно вот про верстовой столб. Он так хорошо написал. Верстовой столб здесь выступил подлинным символом, указывающим верность направления пути к единым целям и идеям для создания лучшей жизни, стержневой опорой межкультурного, межрегионального и межэтнического взаимодействия. В общем, как он хорошо умеет говорить, Андрей Савич, так же он написал. Очень такое поздравление. Поздравил нас Александр Николаевич Жирков. Жирков тоже... Особенно он поздравляет Анатолия Анатольевича, что он получил премию, Всероссийскую общественную премию «Гордость нации». Тут все его поздравляют, что он получил эту премию за эффективное лидерство в национально-культурном объединении. Ну, естественно, мы очень гордимся Анатолием Анатольевичем, потому что он наш истинный лидер. Лидер, который, как он много знает про нас всех, он знает про нас больше, чем мы знаем о себе. Вот такой человек. Александр Николаевич Кимкемен нас поздравил. Тоже очень интересно, что мы все выходцы из Хангаласского района и вместе с ним. Руководитель администрации главы Республики Саха-Якутия Афанасий Владимиров особенно. Он поздравил Анатолия Анатольевича вот с этой большой наградой, с премией. Министр по внешним связям и делам народов Гаврил Кириллин. Кстати, мы этот журнал выпустили благодаря ему. Мы выиграли грант Министерства по внешним связям и делам народов. И на этот грант мы вот составили журнал и выпустили в Доме дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского. Далее нас поздравляет Юрий Степанович Куприянов, министр культуры и духовного развития Республики Саха-Якутия. Поздравляют нас наши друзья с Иркутской области, которые посетили наши мероприятия. Мы к ним ездили на экспедицию по следам государевых ямщиков. Настолько они нам помогли, прямо так хорошо встретили. Это Кузьма Алдаров, заместитель председателя Законодательного собрания Иркутской области, и Николай Труфанов, председатель комитета по собственности и экономической политике Законодательного собрания Иркутской области. Очень большие люди и очень хорошие поздравления с 20-летним юбилеем они нам отправили. Поздравил нас председатель Союза славянских общин Республики Саха-Якутия Алексей Чертков. Раушан Конопьянова нас поздравила, председатель Координационного совета Форум «Женщина Евразии», доктор политических наук, профессор из города Москвы. Она несколько раз приезжала к нам в Якутск. Потом в Москве мы открывали международный фестиваль «Этно-Эрата» своей песней. И она нас очень уважает, нами очень интересуется. И поздравление свое она нам тоже отправила. Поздравляет нас генеральный директор Дома дружбы народов имени Алексея Елисеевича Кулаковского Антонида Корякина. Также
глава муниципального района Хангаласский улус Олег Иринеев и глава муниципального района Алёквинский улус Николай Харбин. Ну, в общем, все, кто живет по тракту, все, кто нас знает, нас поздравили. Очень интересное поздравление Ярославской области, города Гаврилов-Ям. Мы туда ездили, там есть музейный комплекс «Страна ямщика», и мы подписали с ними соглашение, что мы будем вместе какие-то мероприятия, будем ездить друг к другу. И они вот тоже с юбилеем нашей общественной организации нас поздравляют. И написали, что нас объединяет особый характер партнерских взаимоотношений и сотрудничества. И знаете, у меня какая мечта есть? Я хочу на наш фестиваль «Лети, звон бубенцов» привести вот этих двух молодых людей, которые вот работают в этом музее «Страна ямщика». Они разговаривают на старинном русском говоре, вот на оконье, вот на этом так интересно с ними общаться. Они друг с другом там общаются, нас встретили вот именно вот этим старинным говором. И вот очень хотелось бы, чтобы они к нам приехали, показали вот этот говор, да, и прямо они бы вели бы вот наш концерт «Лети, звон бубенцов». Вот наша мечта. Может быть, следующий грант мы вот попросим это средства на проезд вот этих двух молодых людей. Вот такие у нас поздравления. Ну и потом начинаются наши статьи. Очень интересные статьи. Ну, первая статья, конечно, Анатолия Анатольевича Добрянцева. 20 лет под звон бубенцов. Ну, он как вкратце, но написал, вот чем мы занимались вот эти 20 лет, что у нас хорошего, что у нас интересного. Ну, в общем, статья его. Потом идет статья Василия Кулагина. Это первый заместитель нашей общественной организации, потомок Кочегарской станции Алёкминского района. И он очень хорошую статью написал про историю родов Кулагиных и Пшенниковых из Алёкминского района. Со старинными вот фотографиями, с древом рода Кулагиных. Вот это первая часовня, которая была поставлена в память о своих предках, в память об этой деревне Кочегарово, про семейный музей Кулагиных, который находится в городе Якутске. Очень интересный музей. Вот я всех, в общем, прошу, вот, чтобы вот этот музей, кто считает себя потомком государевых ямщиков, кто вот интересуется вот этой историей, чтобы они вот посетили вот этот музей Кулагиных. Очень-очень интересно. Следующая идет моя статья «Песни предков в моей судьбе». Ну, я вклинилась в вот эту ямщицкую культуру в 86 году, уже будучи взрослой. Ну, меня вот совсем маленькая отдали в якутскую семью. Я воспитывалась в якутской семье. Ну и потом оказалась вот в Синске, на родине своих предков. И там был народный самодеятельный коллектив «Реченька». И я стала в этой «Реченьке» петь. И вот про это, как и мы пели в этом ансамбле. Потом, как я приехала в Якутск и создала здесь ансамбль «Ямские бубенцы». И как мы с ансамблем «Ямские бубенцы» посетили 17 улусов нашей республики. Как мы принимаем участие на уроках межнационального общения, рассказываем о своей культуре, показываем символы вот нашей предков. Это верстовой столб, бубенцы, колокольчики под дугой. И наш, конечно, вот эти уникальные часы ямщицкие, которые можно всю историю Иркутска-Якутского тракта там увидеть. Ну и самое, что интересует вот в якутских селах, да, когда мы приезжаем вот в Улус и рассказываем о ямщиках, они очень удивляются тому, что мы говорим на якутском языке. Ну, конечно, в течение вот почти 300 лет проживания вместе с якутским населением мы переняли традиции, обычаи якутского народа, переняли язык. Все потомки государевых ямщиков говорят на якутском языке. И это было уже где-то
во втором-третьем поколении уже, живя с якутским народом, наши предки уже говорили на якутском языке. И, ну, это как-то очень мило получается, очень интересно получается. И вот наши слова, вот вроде бы они русские, но в то же время это якутские слова, да, ну, в общем, вот такой интересный говор. Акошканан посмотрела, тятя идет тура боларай. Ну, вот такой вот говор, очень интересный. И, мне кажется, даже изучает вот такой говор по Иркутско-Якутскому тракту, по Средней Лене. Прямо ездит экспедиции и изучает вот этот интересный, вроде бы русский, вроде бы якутский говор. Также мы посетили Забайкальский край, где живут эти семейские старообрядцы, да, и очень были поражены, во-первых, тому, что нас, оказывается, сослали вот в Якутию и в Забайкалье в одно и то же время, в середине 18 века. Это потомков государя, вот, ямщиков и вот старообрядцев, да, в одно время, оказывается, отправили. И песни тоже одинаковые. Мы так удивились, вот они стали петь. В хороводе были мы, в хороводе были мы. Но это тоже наша песня, которую мы, правда, поем. В хороводе были мы, в хороводе были мы. Они очень протяжно, так долго вот поют во время вот этого хоровода своего. И многие из наших песен они тоже знают. Ну, и одна Русь, которая вот была сослана вот в Забайкалье, в Сибирь, в Якутию, конечно, одни и те же песни были тоже с ними вместе сосланы, да? Так, ну, дальше идет статья у нас Лидии Андреевны Ильян, которая вот восстанавливает свое родовое гнездо. Вот это уникальный человек, который вышла на пенсию и решила возродить свой дом и построить там ямщицкое подворье. Работа там идет уникальная. Вот только что она в эти дни отправила фотографию, что уже 3 гостевых дома они построили. Восстанавливают они свой родительский дом, там будет музей ямщиков. Ну и именно в Синске есть уникальный коллектив, народный самодеятельный коллектив «Реченька», который является вот именно живым наследием ямщиков. И они, когда приезжают в гости, правда, надо переезжать через речку Синюю, они приходят на ямщицкое подворье и встречают дорогих гостей. Вот про это ямщицкое подворье статья. Дальше идет статья Владислава Голокова «Мы потомки ямщиков», который сейчас работает заместителем главы муниципального района Хангаласский улус. Наш аксакал, наш идейный вдохновитель Анатолий Соколов, который написал книгу «По следам государевых ямщиков», и от этой книги все и пошло, мы считаем, да. Наконец-то все станции начали думать о том, что какие были наши предки, чем они занимались, что за ямщицкая эта гоньба была, в чем это заключалось. И вот эта книга «По следам государевых ямщиков» была началом нашей общественной организации. Ну и вот память — это продолжение жизни. Он построил в Иланке вот это кирпичную часовню, он написал книгу. Вообще Соколовы, они молодцы, они первыми все это начали возрождать, восстанавливать. Дальше идет статья. Статья Анатолия Дмитриевича очень длинная. Статья Галины Макаровой, тоже уникальная семья. Галина Макарова и Сан Саныч Филиппов, которые построили на свои средства две часовни на Отдаване и Оймуране. Они 2 часовни построили. Они открыли музей в селе Идяй, где собирают вот это все тоже ямщицкие артефакты. И, естественно, она тоже идейный вдохновитель народного коллектива «Вечерка». И очень интересную статью она тоже представила в нашем журнале. Следующая статья — интервью с Соловьевым Петром Павловичем. Тоже наш ветеран
наш почетный потомок государевых ямщиков, заслуженный работник народного хозяйства, потомок Исидской почтовой станции. Вот Кулагин Василий Алексеевич у него взял интервью, и вот очень интересное интервью о ямщиках, о роде Соловьевых, вот Исидской почтовой станции. Кстати, вот они два брата, и они поют очень старинные песни. У них вот сохранились, их не поют на других станциях. Вот самое интересное, что каждая почтовая станция – это другие песни. Если у нас вот до Витима 126 почтовых станций, да, представьте, какие песни разные вот по всем этим станциям. И вот еще одну статью я написала, называется «Дорогая тетя Таня». Это наш долгожитель, ветеран тыла, вдова ветерана Великой Отечественной войны Татьяна Митрофановна Филиппова, и пошел 94-й год. И она в полном здравии, она ходит в наш коллектив «Ямские бубенцы», она поет частушки, она пляшет, она вообще легенда нашего ямщицкого рода. Оказывается, ее бабушка была повитухой, и она принимала роды не только у титаринских ребятишек принимала, но и вот и ближайшие вот якутские села она принимала вот этих детишек. И 5 девочек, которые родились в их семье, они все здравствуют. Старший из них 95 лет. Вот очень такие бабушки, очень интересные. Вот посмотрите на этой фотографии, как она пляшет наравне вот с молодыми девчонками, и как у нее крутится юбка. Вот такая у нас Татьяна Митрофановна. И легенда у нее, она очень хорошо стряпает. Вот это именно осталось. Вот меня, говорит, научила бабушка. Вот эта повитуха научила ее, наверное. И вот у нее вот эти мягкие-мягкие, вкусные пирожки и булочки, которые она почему-то называет кусок. Кыргыттар мен кусок агаллым диш. Вот кусок агаллым диш. Вот это. И она очень обижается, когда мы ее не берем на дальние поездки. Ну, нам страшно, вот ее возьмем, а вдруг что случится, да, человеку уже много лет. И она очень обижается, когда мы ее не берем. Ну и вот она здравствует, очень такая хорошая бабушка. И вот следующая статья – реконструкция этнографического костюма русских старожилов Якутии. Это народный мастер Республики Саха-Якутия Лидия Будищева. Она шила коллекцию одежды русских старожилов, и наши девочки с ансамбля «Ямская гармонь» вот эти костюмы демонстрируют. И вот она пишет, откуда у нее появилась эта идея, где она выиграла грант, и как она сколько времени эти костюмы шила. Вообще уникально. Вот смотрите, настолько красивые наши девочки, да, в этих костюмах. Так, дальше последняя статья, но очень интересно. Это Анатолий Анатольевич сам написал. Гордость нашей организации. Это 4-кратный победитель игр ДГИНа Егор Филиппов и заслуженный работник культуры Республики Саха-Якутия Юта Осекритова. И вот про все их достижения, что это гордость нашей организации, что это надежда наша, что вот они, несмотря вот на свой молодой возраст, они очень многого достигли. И вот мы, что молодежь тоже, чтобы на них равнялась. И самое главное, они оба уже почетные потомки государевых ямщиков. Они сохраняют свою культуру. Через них что знают, что мы не просто сахалярдар, да, а джамнар, потомки ямщиков. Сейчас мы уже вот говорим с гордостью, что мы потомки государевых ямщиков. И вот именно вот даже сейчас, по-моему, Егора тоже не говорят, что он русский. Раньше вот говорили же, да, Часаха, он совсем не русский, он потомок государевых ямщиков, да. И Юта, и Егорка, конечно, отлично говорят на якутском языке. Вот их фотографии тут такие интересные. Вот наши победители, наша гордость. Вот эта статья очень хорошая. Так, и в конце, в общем, у нас список членов
общественной организации, которым было присвоено звание «Почетный потомок государевых земщиков». Но это, оказывается, не так уж много. Это 28 человек, которые награждены были вот такой почетной наградой. И я вот со всех своих наград, которые у меня есть, да, у меня вот самая, моя, в общем, любимая, не то что вот дорогая награда, это почетный потомок государевых ямщиков. Я очень рада, что такая награда есть. И я всегда смотрю, и мне так радостно, что вот такую награду мне вручили, когда мне исполнилось 55 лет. Вот. И в конце, конечно, 20 лет под звон бубенцов в фотографиях. Очень много фотографий. Я думаю, что тут мы включили фотографии многих-многих наших земляков, людей, которые вот очень ямщицкому движению патриоты вот своей малой родины, патриоты своего народа, которые вот стараются узнать свою историю, своих предков, свое начало, вот как начиналось это все, как это. Вот. Я думаю, что, мало у нас экземпляров, всего 100. Прямо Анатолий Анатольевич мне вот такой написал реестр, кому я должна давать вот каждый экземпляр этой книги, кому-то одну штуку, кому-то вот кто почетный потомок, кто в совете, потом по станциям там и ансамблям по одной штуке, все он расписал, и я вот сейчас, это у нас сигнальные экземпляры идут, да, скоро пойдет, вот все 90 осталось, нам распечатают, и будем, я думаю, что, в общем, все захотят иметь вот этот журнал у себя дома, да, и надеемся, что мы еще раз 100, наверное, еще выпустим, чтобы никому не было обидно.